Роза Этумян всю свою жизнь проживает в этом доме. Некогда двухэтажное строение сегодня уже и домом-то назвать сложно. Постоянные оползни привели к тому, что часть дома просто рассыпалась. С 15 на 16, что вот это был ураган, вот в ту ночь рухнуло вообще. Хорошо, что мы уже тут не спали. Все попытки залатать мелкие трещинки, которые уже через день-два превращались в глубокие дыры, результатов не дали. Двухэтажный дом, построенный в живописном месте на улице Братьев Зонтария, теперь представляет опасность для всех, кто здесь проживает. Ведь он может рассыпаться в любую минуту, даже от негромкого стука двери. Ну, семья временно у родственников. Я, как говорится, у соседей. Так, днем туда-сюда свои дела. А так ночью, ни в коем случае нам предупредили, что очень опасно жить. Были МЧСовские работники, они вообще категорически. Даже днем находиться. Потому что сказали они как, даже вот хлопок двери, он вот как-то как домик может вот так вот сложиться и все. Второй этаж, мы лет 10 тому назад мы сняли ее, чтобы, если вдруг чего, легче будет, как говорится. Чтобы не рухнуло так. Сейчас если стены упадут, потолок он легкий все равно как-то. Можно, может, если успеешь, убежишь, как говорится. Если нет, так, если не судьба, так не судьба. Оползни в этом районе довольно частое явление, но если раньше не было особого вреда для строений, теперь для жителей это стало проблемой номер один. Специалисты говорят о глобальных изменениях климата, а бесконечные дожди как раз и способствуют возникновению оползней. Мы горная страна. Значит, для нас очень характерны такие явления, как обвалы и камнепады. Поэтому, увеличение количества осадков, насыщение пород водой, конечно, приводит к увеличению таких явлений, как камнепады и обвалы. Начало лета довольно холодное в этом году, и по наблюдениям специалистов ситуация с каждым годом будет только ухудшаться. Виной всему несколько факторов, которые не просто влияют, а кардинально меняют ситуацию. На этой синоптической карте видно, что над всем Кавказским хребтом довольно плотная облачность. Значит, впереди нас ждут ливневые дожди. У нас происходит значительное увеличение количества осадков, причем не просто там на какие-то проценты, а в 2 раза. Например, в прошлом году у нас было почти 3000 миллиметров осадков против 1500 в климатической нормы 20-летней давности. И это, естественно, события не могут не отразиться на экзогенных процессах. Они очень сильно оказывают влияние. Во-первых, это проявляется в интенсивности таких событий, как оползни и сели. Сами по себе оползни не опасны в районах, где не проживают люди, нет никакой инфраструктуры, не проходят коммуникации. Там же, где все вышеперечисленное есть, это серьезная проблема и угроза. И мы видим, что картина идет по нарастающей, то есть мы имеем, картину усугубляющихся событий. Пусть они пока еще не приобрели, к счастью, катастрофических масштабов, но они носят все более драматический характер. А для нашей страны, где даже незначительные события могут повлечь за собой серьезные экономические последствия, такой прогноз оказывается весьма важным и необходимым для принятия решений не только в сегодняшнем дне, но и ближайшего будущего. Плывущая земля и падающие скалы разрушают дороги, дома, коммуникации. Оползневые участки может определить даже не специалист. На них указывают наклоненные в одну сторону деревья, рвущиеся каменные подпорные стены и съезжающая как бы на бок автотрасса. Безусловно, это опасное явление, и пока в нашей стране не зафиксировано ни одного тяжелого случая схода земли. Но ученые говорят, что так может быть не всегда, и они следят за тем, как меняется не только погода, но и климат. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение.